добрый вечер. Это программа «7 дней плюс» Татьяна Тимошенко. Воспитатель, пропагандист, просветитель или, может быть, тусовщик в избранном кругу. Что такое современный академический театр, что хотят от оперы и балета современные зрители и насколько сам театр готов идти на поводу у своей публики. Сегодня мы все эти вопросы обсуждаем с нашим гостем, с директором Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфалем Сабировичем Махметзяновым. Здравствуйте. 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 Первый вопрос: как попасть на балет «Щелкунчик» в новогодние дни? Своевременно. За сколько? Я вам скажу, в любом случае учтите, что вот театр планирует за 2 месяца вперед репертуарный план. Соответственно, вот всегда, если вы хотите заказать билеты, то уже за 2 месяца нужно их заказывать. Конечно, стереотип мышления у публики настолько все равно выработался, я вам скажу, все равно, вот, что бы ни происходило, люди хотят, вот, мгновенно, сегодня вот он захотел, и он думал, раз. Да. Ну, вы поймите, это ответственность перед публикой, перед той же самой публикой. Мы продаем эти билеты, естественно, своевременно, через различные системы, через интернет, через распространители. Поэтому, поверьте, если человек хочет попасть, не то, что вот мгновение, есть только миг, и в этот момент он захотел «Щелкунчик», это может и не быть. Но если у тебя желание на самом деле выработано, ты хочешь попасть, ты обязательно попадешь. Обязательно, я утверждаю, то есть пусть этот зритель, который, вот я вам скажу, то есть в последовательном своем желании обратиться вот... То есть вот, праздник надо ждать, к празднику надо готовиться. Да нет, просто есть определенный порядок и принцип, понимаете. Это не хаос, понимаете, потому что если я уже говорю, уже элементы порядка, за 2 месяца планируется репертуар. То есть нет неожиданности. Вот тяжело очень, конечно, человеку сформулировать свое желание за 2 месяца, понимаете. Вот поэтому... А для вас, как для директора театра, это достижение, что нет билетов уже за 2 месяца, как это было с балетом Иоакимов? Что они были раскуплены моментально? Я вам скажу, что это уже выработанная система спроса на публике, на посещение театра. Она уже выработана годами. Поэтому это не новость. Это не новость, и поэтому для кого-то, кто вдруг вот захотел, вот он не ходил никогда, и вдруг решил. И вдруг пойти, не попал. И вдруг, да, и как это так попасть невозможно? Это естественная вещь и приятная вещь на самом деле. Значит, такой жанр, как классический жанр, балет, опера, чтобы попасть было вот так, с какими-то определенными трудностями, ну, значит, есть спрос. Есть спрос, и это очень радует, поскольку это духовное, глубоко духовное. Есть любовь и есть доверие, наверное. Ну, конечно, безусловно. Поэтому еще раз говорю, если по каким-то причинам, вот есть категория людей, ну, действительно, вот родился он сегодня, и вот вдруг проснулось это чувство. Доверьте, да. Идите вперед и дойдите до руководства, до меня, и скажите, вот я уже не могу попасть, на самом деле. Рауфаль Сабирович, я хотела бы вас поздравить. Вы стали лауреатом премии «Легенда». Прямо сложно даже с таким чувством произносить «Легенда». В разные годы обладателем этой премии были Владимир Васильев, Юрий Григорович, Борис Эйфман. Вот насколько вы себя вот в этом ряду чувствуете легендарным? Какие чувства вы испытали, когда ваше имя было объявлено? Вы знаете, вообще, я вам скажу, вот человек, наверное, как родился, ему всегда, наверное, хочется всегда реализоваться перед другими, как-то впереди оказаться. Поэтому такие придумывают названия, звезды, там, легенда. Я вам скажу, я вообще как-то уже прошел этот этап в своей жизни. Поэтому для меня, ну, прежде всего, это гордость. Поскольку ты же понимаешь, вот я не стою в центре роли, понимаете, там, хореографического рисунка. И поэтому ты понимаешь, что за
вот эта художественная продукция, которая называется спектакль, стоит большой многожанровый коллектив. И когда эта продукция, спектакль, вот оценивается, или оценивается деятель конкретно, вот руководитель театра, да, публично, конечно, это приятно. Конечно, это приятно. Ну, допустим, если бы сказали, а если бы вам не дали эту премию, что бы произошло? Я бы сказал, ну, ничего бы не произошло. От этого спектакля хуже бы не стал, я вам еще раз говорю. Мы достаточно все люди, как вам сказать, земные. И нас вот, вот такими вещами, ну, это, я еще раз повторяю, приятно. Гордость есть. Гордость за вот тот многожанрный, который выстроился, который вот стоит за тобой, который, понимаете, они работают в силу мощнейшей мотивации искусства, и они отдают все силы для того, чтобы духовный запрос населения был удовлетворен. Вот в театральном искусстве вы более 40 лет. 40 лет, да? 43 года. 43 года. В театральном искусстве, если точнее быть, 45 лет. 45 лет. Потому что был театр юного зрителя. Да, первая должность. Да. Вот 2 больших международных фестиваля, которые вы придумали, создали, они существуют уже очень-очень долгое время. Публика их ждет. Публика уже после «Щелкунчика» сразу уже заходит на сайт и смотрит, а появились ли билеты, да? Сложно ли удерживать вот такие вот большие формы, как фестивали, как Нуреевский, как Шаляпинский фестиваль, столь продолжительное время вот на сцене театра, чтобы не пропадал вот этот запал? Потому что когда фестиваль молодой, тогда зрителю интересно. А когда он держится десятилетиями, это, мне кажется, уже немножечко другое. Это уже огромный корабль, который, ну, которому тоже требуется капитан. Он не может плыть один. Вы знаете, мы уже... есть такое банальное понятие прокат спектаклей. Да? Да. Он в различных формах может прокатываться. В данном случае вот, в форме каких-то определенных праздников, фестивалей. И поскольку вот, мы были вот самыми такими вот... Тогда еще не было. Это один из первых фестивалей. Наверное, первый фестиваль такой по количеству. Сегодня, тем более, он достаточно консервативный. Это в основе лежат наши именно представления, спектакли классические нашего жанра, и оперы, и балета. И поэтому просто то, что, как вам сказать, вот мы уже вкусили это один раз, увидели этот неподдельный интерес публики. Кто вот на самом деле, я-то испытал это чувство, потому что когда публика не ходит, и вдруг вот первый день фестиваля в 1982 году, и вот весь фестиваль полные аншлаги там. И ты понимаешь, что даже задумался, что же, почему такой интерес. Потом анализировал, конечно. И в чем причина? Вот в магических этих именах, и Шаляпина, и Нуриева. Просто театр, как организация вот, учреждений искусства, да, оно должно подтверждать этот высокий класс этих имен своей продукции. И тогда это будет вот та востребованная продукция, которую ждет зритель. Ну вот вы же сами подтвердили, что мы ждем от фестиваля то, что мы знаем. Мы хотим посмеяться, отдохнуть, повеселиться. И как вот эту планку, ну, все-таки не уронить, что-то предложить, ну, может быть, новое публике? Вы никогда не задумывались, почему вот прочитанная книга становится повтором для дальнейшего познавания ее в связи с возрастом? То же самое и искусство. Ведь в основе вот жанров и оперы и балета – это классика. Классика. В основе классики – это сложные музыкальные произведения. Представляете, для того, чтобы их познать, я вам скажу, мало получить, вот я в глубоком смысле познать, потому что этот процесс, он может идти и на уровне зрителя, и на уровне профессионалов. Вот даже спросите у любого дирижера, партитура, берем, вот простая, вот Аида. Ты можешь всю жизнь изучать эту партитуру. И все время находить в ней то, для себя открывать
глубины, поэтому это и есть вот этот классицизм, он и характеризуется вот этой глубиной созданных произведений, и которые познавать можно всю жизнь. Поэтому и восприятие непосредственно таких жанров, как опера и балет, для меня, когда говорят, что нового, это я должен спросить, а вы что нового извлекли, прослушивая тот или иной спектакль? Потому что любая интерпретация классики, она не является... Представляете, опера существует 400 лет. Не может перед вами стоять один дирижер. Не может стоять вам один певец и петь 400 лет. Находится масса громадных... Это потому что здесь столько жанров переплетено, столько людей участвует в спектакле. Поэтому каждый индивидуум несет свое то, которое привлекает людей. И не случайно я застал еще то время, например, вот наши гастроли. Первые гастроли, я помню, в Томске. Категории таких искушенных зрителей, они сидят в зале с клавирами, понимаете? Это не профессионалы, а люди, которые имеют просто необходимое маломальское образование, с клавирами могут прочитать. Клавир – это переложение для фортепиано. И вот таким образом они соизмеряют свои отношения, свое, значит, услышанное. Вы понимаете? Вот поэтому этот процесс, он космос, бесконечен. Классика, музыкальная классика. А слух для человека первичен в восприятии мира? Как думаете? Я вам хочу сказать, для восприятия оперы есть два органа: глаза и уши. Но главнее уши. Чувство проходит через ухо человеческое. Через ухо человеческое. Жанр балета, он несколько демократичен, поскольку здесь лексика идет еще такая: глаз. Ты видишь другой жанр, абсолютно не музыкальный, а хореографическое искусство перед тобой проходит. Это другая уже, как вам сказать, лексика, пусть будет так, и это другие абсолютно ощущения. Самые глубокие, самые, которые будоражат чувства, это музыка. Это музыка. И поверьте, если музыкальное средство не сработает, как правило, ни режиссура, ни хореография уже не спасает. Вот не спасает. Это очень важное качество и для тех людей, которые как-то хотят повлиять на художественную задачу, которая стоит в многожанровом коллективе. Это в первую очередь необходимо знать. К сожалению, очень многие люди ошибаются. Как отбор происходит тех произведений, которые будут поставлены? Новые, старые? Значит, я вам скажу, отбор произведен, вот мы уже самой природы театра. В основе оперного театра лежит классика. В основе драматического театра современная пьеса. Это аксиома. И поэтому, я вам скажу, несмотря на то, что, конечно, опере той же, например, больше 400 лет, история достаточно очень консервативно отобрала те названия, которые люди хотят слушать все время. И немного, я вам скажу. 2-3 десятка назовем. Может, еще добавить в конце концов. Я вот часто, например, посмотрите, возьмем, например, такой Метрополитен-опера, да? Смотрите репертуары. В основном, что отобрала мировая классика за историю существования жанра, идет. И задаю себе вопрос, а что, не пишут современных опер в Америке? Знаете, сколько пишут? И до нас столько доходит. Просят и у нас. А почему там ставится вот такой консерватизм? Почему? Спрос. Это любит публика. Спрос. Это приятно да, слуху. Спрос. Это мы знаем, Спрос. это мы напеваем. Спрос. Но, конечно. И вот всю конструкцию, конечно, составляет вот это, иногда это и музей в хорошем смысле слова. Я не боюсь этого слова. Почему? Эта история отобрала, не мы. А вы оперу или балет больше любите? Для вас что первично? Нет, для меня, понимаете, и то, и другое в основе
сложнейшие музыкальные симфонические произведения, которые вызывают воздействие. Как относитесь к современному танцу на сцене академического театра? Я имею в виду вот фестивали того же самого Олега Ивенко. Я вам скажу, что мы же сознательно это делаем. Это не то, что вот спонтанно. Ивенко говорит, давайте я буду ставить. Это же позиция самого театра. Мы могли сказать нет. Вы знаете, например, вот есть наше направление в том же балете – классический романтический балет. Возьмем, кто сегодня флагман? Эйфман. Поэтому вот, позиция театра мы просим, чтобы Эйфман каждый год показывал свои лучшие спектакли на нашей сцене. Это мы делаем последние вот лет 10 уже. Сейчас я скажу, ближайшие спектакли состоятся 5 или 6 апреля, по-моему. Так вот надо. То есть следить за билетами уже. Смотреть, да. То есть это сознательно. Мы почему? Вот я вам скажу, сам Эйфман ведь не танцует «Лебединое озеро», так ведь? А почему он не танцует? Он совершенствуется на той хореографии, на современной, которую, лексику, которую создает автор Борис Эйфман. Наше направление – классический романтический балет. Мы совершенствуем свою лексику. Поэтому по той же причине, пока Эйфман не танцует «Лебединое озеро», мы не танцуем. Понимаете? Другое дело, когда актеры не могут уже танцевать, и очень часто, я вам скажу, потому что классическое наследие требует таких физических сил, такого исполнительского мастерства в современной хореографии, другая лексика. И оно, как вам сказать, часто уже по истечении возраста, как правило, актер не справляется в классике, но он может продолжить свое кредо в том виде, который существует в современном балетном искусстве. Это очень интересная точка. Конечно. А почему нет? То есть это физика, это просто физика. Ну, конечно, вы попробуйте, сделайте просто 32 фуэте, хорошо, 30-50 лет. Я даже пробовать. Это же... Теперь, а с другой стороны, значит, Эйфман, да, с другой стороны, в труппе есть актеры или актер, допустим, которые хотят об это, вот попробовать себя. Пожалуйста, мы такую возможность предоставляем. Вот индивидуально, пожалуйста. Но если не каждому, конечно, потому что завтра скажешь, кто хочет, товарищи, пойти и вот показать современный балет, кому есть доверие как к художнику. Такой вот интересный момент. Вы же закончили химико-технологический институт. Как вы в театр попали? Что это было такое? Это судьба какая-то? Ну, на 43 года, 45 лет в театре. Ну, это же судьба. Это не случайность. Нет, это не случайность, бесспорно. Дело в том, что у каждого у меня интересная судьба была, особенно в молодости. Но то, что мы кончали химико-технологический институт, это очень модно было просто. На самом деле, время 60-70-е годы, технические вузы – это самые модные вузы. Просто. И туда попадали те люди, например, я учился в математическом классе, для меня поступить в технический вуз я сдал на все 5. Не было никаких проблем. Но, с другой стороны, я и музыке учился. Понимаете? Я учился музыке. И вы на чем играли? Я по классу фортепиано закончил музыкальную школу. И мать была у меня профессиональной певицей. Это основательница ансамбля песни, танца, известная певица Разия Тимирханова. Поэтому она мне дала, приобщила к музыке. Я получил это необходимое образование, первое музыкальное образование. Все были возможности пойти дальше, потому что в 4-5 классе меня записывали на радио. У меня все получалось. Но я например, ходил в детскую спортивную школу. Мне и спортом нравилось заниматься, понимаете. Но толчком, конечно, послужило то, что когда я закончил в 9 классе, тогда было время, когда в каждом районе существовали большие бенды, оркестры. И даже в нашей школе был такой бенд-оркестр.
И в 9 классе мы начали играть на танцах и уже получали первые вот деньги. И мне с 6 класса, когда услышал джазовую музыку, меня страшно потянуло вот в эту область. И я начал постепенно, последовательно вот собирать материалы и находить музыку, которая мне это нравилась, которую я бы мог послушать и попытаться. Причем здесь сыграл очень большую роль вот в этом деле. У меня был очень хороший друг, он и есть. Его зовут Виталий Жемчугов. Вот человек без образования стал руководителем оркестра Деринга. Представляете? Вот мы учились в одной школе. Вот я в 9, а он в 11 на альт-саксофоне. Вот мы с ним как-то вот подружились, и пошло наше взаимодействие. А толчком, очень резким толчком, вот я вам сейчас скажу, в 10 классе ко мне подходит один парень в школе, говорит: я знаю, что ты играешь джаз, говорит, хочешь, я тебя познакомлю с одним парнем тоже. Он тоже, говорит, играет джаз, но он говорит, так играет, что ты просто вот... И на самом деле я встречаюсь с этим человеком, он примерно на год старше меня, он такой черный, кудрявый волос, цыгану. Но, представляете, он начинает играть джаз, потом раз, и начинает играть революционный этюд Шопена. Ох. Тут же мне, с блестящей техникой, я просто... Для меня это такой, вот был, знаете, такой взрыв какой-то. Причем с такой легкостью, даже небрежностью, я бы сказал, понимаете? Какое это техническое этюд такой, и он его просто... Насколько вкусно он мог сыграть какие-то элементы джаза, вот просто саккомпанировать, сыграть вот эту фразу. И вот это у меня просто какое-то преломление во мне произошло, и практически я, когда поступил уже в вуз, через год я уже понял, что, вот смотрите, что мне нужно обратно восстанавливать те формы, которые я еще, пока пальцы еще помнят это все. Я начал практически по 5-6 часов заниматься просто самостоятельно, потом у педагога, потом поступить. Нужно было сдавать музыкальное училище, я взял академический отпуск. Одним словом, это достаточно очень интересный период. Потом это время, когда уже популяризация пошла Битлзов, понимаете. Но это же все не классика, это же все не классика. Вот вы, когда пришли в театр, да, в академический, вас называют реформ... Вы революцию произвели там. Во-первых, вы убрали всех главных, я так понимаю. И это была административная серьезная реформа, чтобы театр поставить во весь рост. И действительно, вот легенда-то в чем, да? В революционности, да, в реформировании вообще всего отношения к постановке зрителя и постановке театра вот в системе координат, культурных координат. Вы принесли европейскую систему администрирования, так это? Это даже, как вам сказать, вот... Во-первых, для того, чтобы вот тот период, вот вы говорите, даже классика, а здесь вы играли такую музыку, вы поймите, даже играть, чтобы играть полноценно джазовую музыку, без базовых понятий классики, практически ты не удержишься, не сможешь на рынке. Поэтому хочешь ты не хочешь, а поскольку вот меня толчком вот послужила вот встреча с этим молодым человеком, когда я увидел, как он владеет классикой, и в то же время, я вам скажу, что классическая музыка, то есть она мне всегда, практически, я вам скажу, просто вот эта встреча подтвердила мое тяготение, поэтому мне всегда красивая, хорошая музыка, мне очень хотелось играть. Именно хотелось играть, не быть ни дирижером, ни композитором, потому что Назип Гаяз Жиганов даже пригласил меня и предложил поступить на композиторское отделение, на подготовительное отделение. Я молча так отказался, аккуратненько. Мне хотелось только играть, не сочинять. Хотя конструкцию я мог сочинить и принес ему, показал. Поэтому он мне и предложил. Поэтому я вам скажу, что вот соприкосновение с классикой, с понятием
музыкального произведения очень повлияло на мои понятия уже в дальнейшем музыки. А дальше ты можешь сам самообразованием или жизненными какими-то путями получать тот опыт, который, в принципе, приведет тебя к какому-то результату. Поэтому когда мне предложили этот театр, я даже не спрашивал, какая зарплата там, какие условия, потому что, проработав в Театре юного зрителя 2 года, я понял, что все-таки мое место – это музыкальный театр. Спасибо вам большое, что были с нами в это время. Спасибо.